Думбыра – башкирский струнный щипковый музыкальный инструмент. Еще лет 30 назад считался в нашем регионе редкостью, почти утраченной и забытой. Теперь же искусству игры на думбыре учат на всех ступенях музыкального образования, от школы до института. И все же перед нами редкость. Во-первых, играя на нем, музыкант совсем не использует медиатор, а во-вторых, на инструменте Ильдара установлены нейлоновые, а не стальные струны. Изначально мне дали инструмент, который имел металлические струны. Дали медиатор, сказали, вот нужно играть медиатором. Какое-то внутреннее чутье подсказало, что не то это. Как так? Народ играл медиатором, как-то не совсем похоже. И как-то это похоже на русскую домбру. Более того, у меня друзья калмыки, казахи, они играют исключительно традиционной техникой исполнительства. Без медиатора? Без медиатора. Аналоги башкирской думбыры есть у всех тюркских народов. Самый распространенный инструмент – это, конечно же, домбра. Ее двухструнный вариант особенно почитаем у казахов. Музыкальный мир тюрков демонстрирует огромное разнообразие возможных конструкций этого инструмента. Явные родственники друг другу – домбра, камус, дутар, думбыра. Это лишь немногие названия любимых инструментов певцов-исказителей. С одной стороны, домбру было легко носить с собой. С другой стороны, мягкое и в то же время глубокое звучание жильных струн идеально подходило для аккомпанемента. Но вы попробуйте проаккомпанировать на металлических струнах, уже не то, то есть совершенно не то звучание. Согласно исследованиям, башкирская думбыра помогала сценам в исполнении эпических произведений. Поэты-импровизаторы выполняли еще и важную социальную функцию. Описывая те или иные события, они не только давали им оценку, но и вдохновляли слушателей. Социальный — это сказитель, тот человек, который, в общем-то, воспевал правду, воспевал батыров, героев. И, как правило, такие люди были просто неуместны. От таких людей старались избавляться. Между делом и инструменты тоже сжигали. Это поэтому думбыра была забыта? Да. И, во-вторых, конечно, в 19 веке пришла мандолина. Она просто вытеснила думбыру. Более того, та же самая история с кылкубызом, которую вытеснила скрипка. Упоминание о башкирской думбыре мы встречаем в одном из вариантов эпоса «Заятуляк» и «Хыл-хылыу». Есть там такие строки. «Эй, думбыра, думбыра, заиграй и веселись. Моя думбыра напевает, люди, пришедшие послушать, замирают». О том, что бытовали у башкир такие инструменты, свидетельствуют и труды ученых. О некой башкирской балалайке говорит немецкий путешественник XVIII века Йохан Готлиб Георгиев. Вторит ему другой авторитетный исследователь Руф Игнатьев. Бандура о 5 струнах, он говорит, по типу бандуры о 5 струнах. То есть пятиструнная была домбра у нас в том числе. Вот почему остановились наши мастера именно на 3 струнах? Да, выдающий фольклорист 19 века Сергей Рыбаков, который оставил просто невероятное количество мелодий, историй, преданий, легенд и описаний. Помимо перечисления о Курае, Кубызе, он говорит о том, что башкиры рассказывали мне о том, что также у них есть инструмент, вроде как думбырой называемый, там говорится, трехструнный. Вот именно в том варианте говорят, что металлические струны. Но тут, мне кажется, не стоит зацикливаться, что именно металлические струны должны быть. Все-таки у разных... В любом случае, в древности, я так понимаю, что они были жильные. В определенный период истории на большинстве щипковых инструментов использовались жильные струны. Для домбр они чаще всего изготавливались из бараньих или козьих кишок. У казахов, например, считалось, что наилучшим качеством обладают струны из кишок двухлетней овцы. Такие струны дают низкий глубокий тембр, столь характерный для народной музыки. Домбра звучала тихим, почти человеческим голосом. Услышать ее можно было только сидя рядом с музыкантом. С появлением нейлоновых и железных струн домбра хоть и стала громче, но утратила свое оригинальное звучание. В 20 веке многие народы пришли к единым стандартам изготовления своих национальных инструментов.
Башкирская думбыра стала возрождаться всего 3 десятка лет назад. Сегодня это трехструнный инструмент с 19 врезными ладами и железными струнами. Именно на такой думбыре сейчас учатся играть во всех музыкальных учебных заведениях. Но с недавних пор можно говорить о поиске новых стандартов. Для Ильдара Шакира он начался со знакомства с мастером. Я познакомился с Ильхамом Байболдиным, и он мне сказал: давай я сделаю инструмент. Ты, говорит, работаешь в правильном направлении, выступаешь много, в общем-то, тем самым ты будешь популяризовывать именно башкирскую думбуру, именно трехструнную. Тогда он сделал для меня вот этот инструмент. Своего рода он был единственным и первым таким инструментом. Он внешне похож немножко на казахскую дамбру, то есть имеет такую грушевидную форму, но с более коротким грифом. 720 миллиметров у них идет мензура, а на башкирской думбуре 610. Казалось бы, для чего такая разница? Просто на 3 струнах очень неудобно играть с длинным грифом. Мастер предпочел сделать покороче и угадал. Более того, это первый инструмент, где идет вместо металлических порожков обмотка леской. Вот. То есть до этого он делал исключительно... Порожки как на гитаре. Да, порожки как на гитаре. Вот эти лады, которые как обмотка, они не являются ли недостатком скорее, чем достоинством? Ведь руке нужно скользить по грифу. Обмотка, она чем вообще, скажем так, хороша? Тем, что за счет вибраций, которые создает музыкант, можно создать певучие ноты, в отличие от этих инструментов. Более на железных ладах не получится разве? Ну, на этом здесь немножко иначе. Здесь нет, здесь более металлический. Я пытаюсь понять, вот, то есть вот эту певучесть только на обмотке можно сделать? Нет, на этом можно, конечно, сделать, но на этом сложнее. Здесь надо высекать, здесь прям надо очень сильно работать рукой. А здесь, поскольку леска мягкая, он максимально певучий, ну, практически при любом исполнении можно. В общем, мягкие лады, они дают свои нюансы. Да. Мягкий лад дает свой нюанс, и музыкант затрачивает минимум сил, скажем так. И это очень важно, потому что если играть напряженно, то звук никакой не получится. Еще очень важно то, как сидит музыкант. В академической традиции думбырист, как правило, кладет ногу на ногу, либо использует специальную подставку. Таким образом, инструмент оказывается выше, и правая рука может его зафиксировать, сохранив при этом свободу движения. Ильдар же использует другую позицию. Наверняка кому-то она покажется даже вальяжной. Такую манеру игры он подсмотрел у казахов. Мне стало любопытно, почему они сидят так. То есть вот ногу задирают, вот таким образом, да, вот ее кладут вот так. Инструмент становится немножко выше, да? Он становится выше, раз, и он упирается. Он никуда не девается. Я здесь просто правой рукой его, скажем так, поджал, и он никуда не скользит, не вылетает. Вот. И более того, во время исполнения казахи, они сидят, и у них так немножко горделиво, это, ну, то есть они тем самым так подзадориваются. Так вот. Ну, чтобы петь было удобно. Да. И, ну, способ их исполнения, то есть традиционная техника начинается с того, что переменное звукоизвлечение. То есть сначала идет удар вниз. Самое главное в этой технике, чтобы не напрягалась рука. Поэтому отрабатывается медленно. Сначала удар вниз. Это как вот позвонить в дверь, звонок. Нажимаешь, сила именно в момент нажатия. То же самое и здесь. Рука должна быть постоянно свободной, только в момент удара собирается сила. И она должна быть, как вот кисточка висит, просто свободно. Затем отрабатывается удар вверх. Извлекается звук ногтем большого пальца. Но при этом остальные 4 пальца просто помогают. То есть я всегда тоже показываю своим ученикам, вот кисть висит, и вот просто соединяешь, вот она, естественное положение. Вот как она висит, полукругленькая такая, да? Просто поднимаешь, и палец сам по себе встает. Ничего искусственного не делаешь, вот просто. И извлекаешь. То же самое вверх. Все должно получаться само собой. Да. И практика показывает, что сначала, конечно, не получается, тембр не получается извлечь. Самое главное — научиться извлекать звук. И вот, например, я разговаривал с казахами, с кыргызами. Они первые 2 года обучения занимаются переменным штрихом. Ничего себе. Вот для чего это делать? Для того, чтобы кисть была максимально свободной. Иначе темповые вещи не сыграешь с зажатой рукой. То есть можно делать это очень быстро, да? Да, совершенно верно. Постепенно это разрабатывается, играются этюды там разные и так далее. Покажи свою максимальную скорость. Ой, ну это я не знаю.
Инструмент Эльдара сделан 3 года назад в этой тесной, но уютной мастерской. Большинство своих изделий мастер и музыкант Ильгам Байбулдин делает клеенными. Изгибая дерево для придания ему необходимой формы, собирает думбыру как конструктор, используя специальный корсет. Такие инструменты звучат громче, и их чаще заказывают. Собственная же думбыра мастера сделана более традиционно, из цельного долбленного дерева. Так и создавались инструменты в древности. Из всех домбр, которые мы слышали в период съемок этого сюжета, думбыра Ильгама Байбулдина звучала наиболее аутентично. Но это только наше субъективное мнение. Ильгам Байбулдин сделал уже более 60 домбр. Нигде этому не учился. Общался с алтайскими и калмыцкими мастерами, но всех секретов они, естественно, не раскрывали. Потому до всего доходил сам, экспериментируя с материалами, формами и размерами. Допустим, одна из секретов, чтобы звук был глубоким, низким, надо отверстие поуже делать. Если хочешь высокие там добиваться звуки, высокие которые, надо побольше его делать. Кстати, у некоторых народов резонаторное отверстие на верхней деке вообще отсутствует. А у казахов о происхождении этого отверстия есть даже легенда, основанная на реальных событиях. Однажды старший и любимый сын Чингисхана охотился в кыпчакских степях на стадо куланов. Охота окончилась для Джуджихана трагически. Он был сбит с лошади и растоптан вожаком стада. Никто не осмеливался известить Чингисхана о трагической гибели его любимого сына. Тому, кто приносил черные вести, грозный хан приказывал заливать в горло расплавленный свинец. Тогда солдаты привели в ставку Чингисхана, старого домбриста, и поручили ему озвучить страшную весть. Не произнеся ни слова, старик заиграл. При помощи музыки великий Жирау донес до Кагана суровую правду о бесславной смерти. Разгневанный Чингисхан хотел было казнить музыканта, но ведь тот не произнес ни слова. Тогда был отдан приказ казнить домбру. Так на ее верхней деке и появилось отверстие. След от расплавленного свинца. Суть этой рубрики в том, чтобы народный инструмент прозвучал в не совсем привычном для себя ансамбле. В дуэте с башкирской думбырой выступает классическая скрипка. Для этого мы пригласили Денизу Альмухаметову. Ей пришлось импровизировать. До сего момента музыканты не были даже знакомы друг с другом. На то, чтобы сыграться, у них было минут 10, пока операторы выставляли свет и камеры. Такая вот экспериментальная рубрика.